Добрый вечер, дорогие телезрители. Программа «Один из нас». И вот уже сколько я с вами, Дмитрий Аргунов. Очень рад тому обстоятельству, что сегодня тема у нас будет касаться многолетней истории. Дело в том, что «Один из нас» в моем лице сходил на общественное обсуждение, общественное слушание по проекту оценки воздействия на окружающую среду проекта, намечаемого в Якутске, строительства мусороперегрузочной станции с элементами сортировки. Это очень важно. Это не в чистом виде мусоросортировка, не в чистом виде мусоропереработка, как многие думают. Но предварительно я бы хотел одну лирическую историю, прежде чем представить гостей. Дело в том, что я пришел на телевидение в 90-м году. Да? В 91-92 годах впервые на телевидении практиковались прямые эфиры с участием тогдашнего главы города Павла Павловича Бородина. И я очень отчетливо помню, как Павел Павлович сказал, у Якутска на ближайшей перспективе, это 91-92 год, в ближайшей перспективе стоит две задачи. Это первое, обеспечить чистую питьевую воду, в смысле водозаборное сооружение. Слава богу, они построены, сейчас водоканал эксплуатирует новый водозабор. И второй момент – это построить новый мусорный полигон. Тогда она называлась не полигон, а свалка, новую городскую свалку. ВОЗ, как говорится, и ныне там. Но вот на этих общественных слушаниях, которые прошли 7 числа в окружной администрации, я так думаю, что подшипнички вот этого ВОЗа, они немножко уже смазаны. Я представлю своих гостей, прежде всего исполнительный директор проекта АЛК Игорь Ермаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Человек столичной выдержки. И главный научный сотрудник Института биологии научного центра Сибирского отделения РАН Михаил Михайлович Чоросов. Здравствуйте. Эколог, общественник, значимый в республике человек. Питерская выдержка. Питерской выдержки, да, ну я якутская выдержка, получается. Игорь, ну давайте начну с того, что вы пообтерлись не первый год в Якутске, почувствовали на себе, что такое мороз, что такое мерзлота, прежде всего. И вот очень отрадно, что то, что вы, скажем так, на себе пропустили, что значит мерзлота, что значит город на вечной мерзлоте, да? Вот это обстоятельство, оно очень четко было отражено именно в оценке воздействия на окружающую среду. Давайте мы для начала все-таки, вы не первый такой проект реализуете в стране, да? Да, это вы конкретно. Да, ну я как специалист, можно так сказать, который работает в этой тематике, работаю 20 лет. Разные были проекты в разных областях Российской Федерации. Даже мы делали в свое время проект для Казахстана. Вот завод на 100 тысяч тонн. И эти проекты, конечно, отличались друг от друга, исходя из того, какие задачи перед собой ставили их владельцы. Вот. То есть мы выступали как проектировщики, мы выступали как участники. Вот. Компания, которая у меня была, выступала как участник этих проектов. В своей сущности это были мусоросортировочные, раньше говорили мусороперерабатывающие комплексы. Они были различной мощности, но принцип соблюдался при них один и тот же. Продуктом, который производили эти комплексы, это было вторичное сырье. Это картон, это бумага, это стекло, черные металлы, цветные металлы. Кроме того, пластики различных видов. Вот, то есть эти комплексы были ориентированы на производство вторичного сырья. Это было главной такой задачей. Вот, и по сути дела эти комплексы отражали требования закона об отходах производства и потребления 1989 года, который вот в последнее время, в 2015 году, получил свое развитие и дал компаниям, которые занимаются этим видом деятельности, более широкие возможности. То есть закон это поощряет, закон это контролирует, закон благоприятствует тому, чтобы эта тематика всячески развивалась в России. И в частности, вот мы сегодня говорим о проекте в Якутии, в Якутске. Проект в Якутске, я перейду плавно к нему, на сегодняшний день это мусороперегрузочная станция с элементами сортировки и участок по производству альтернативного топлива. Мощность этого объекта 150 тысяч тонн. Хотел бы отметить, что мы 6 октября 2020 года подписали концессионное соглашение. С республикой? Да, с республикой, абсолютно верно. Уполномоченным органом от республики было Министерство экономики. Со стороны концессионера выступала компания АЛГ, город Якутск, улица Дежнева.
Компания предложила республике такие условия. В течение определенного времени, это заняло несколько месяцев, но если быть точно, вернее, это почти полгода, эти условия обсуждались. В этом обсуждении принимали участие различные министерства, ведомства и так дальше. И в конечном итоге было сформировано соглашение, которое было размещено на как конкурсная документация. 45 суток эта документация была размещена на сайтах. И в результате, по условиям, которые заявились мы, которые предложили мы, никто не пришел. Ну и компания по закону, по законодательству, компания ИЛГА была определена как концессионер. Вот с этого времени мы стали заниматься проектом уже более детально. И, по сути дела, вот как вы правильно сказали, 7 числа у нас прошли общественное обсуждение по этому проекту. Но начнем с того, что по инерции власти республики они предложили сначала совершенно другой участок, который чем рассматривался на общественных слушаниях. Да? То есть рассматривался сначала базовый переулок. Да. То есть мы в течение последних 7 лет слышим базовый переулок, там будет мусоросортировка. Вы от этого отказались? Вы знаете, не совсем так. Мы на слушаниях обсудили 4, если можно так сказать, варианта. Первый вариант – это нулевой. То есть, условно говоря, оставить все так есть. Ну, конечно, это никого не устраивает. Все сваливать, кучу. Да, ну, сыпать отходы, разгружать на 9-й километр, ничего не делать. Естественно, это неприемлемый вариант. Вот, но так или иначе мы должны были рассмотреть. Вариант первый, о котором вы говорите, абсолютно верно, это базовый переулок. История этого переулка, вернее, этого участка уже длинная. И там мы обнаружили на участке сваю, которая в свое время была туда, так сказать, вколочена, водружена как начало строительства именно объекта мусоропереработки. Но на момент подписания концессионного соглашения этот переулок, базовый переулок рассматривался как, как главный адрес, по которому выделялся бы этот земельный участок. К сожалению, потом территориальная схема была пересмотрена. И был предложен другой участок республикой. К счастью. Да. И мы... К счастью. Да, к счастью, наверное. Да, мы тоже были согласны, потому что участок, который мы исследовали, он заболоченный, близко грунтовые воды. Близко находится жилой дом один, и это, естественно, бы повлияло на санитарно-защитную зону. Ну и, конечно, надо учитывать перспективы развития города и генеральный план города, что город живет, развивается, строятся новые дома. И так или иначе, наверное, мы бы столкнулись, или город столкнулся бы с проблемой, что дома приблизились бы к объекту мусоропереработки. Не углубляясь в историю, Михаил Михайлович, как вы оцениваете сделанный господином или товарищем Ермаковым отчет, который мы все слушали в мэрии? Ну, я 7 сначала числа. все-таки все равно без истории не обойдешься. Хорошо, давай. Я немножко жалею то, что вообще в нашей стране такая ситуация сложилась. То есть мы все помним Советский Союз, бумага, все оборачивалось, авоськи, которые мы таскали, стеклянная многоразовая посуда и так далее, те бидончики, которые мы носили. Это все приводило к тому, что такого объема отходов коммунальных, бытовых, как их по-разному называли, не было. Поэтому, соответственно, тот полигон, свалка, который называл, она, в принципе, очень долго работает. Запас прочности имела. Да? Запас прочности и держалась. А вот процесс попер, когда мода пошла на пластик, на пакеты. Помнишь, в наше время носить пакеты было круто и так далее. Ни у кого не было авоськи, а он пакетом пришел. Но это привело к тому, что сейчас весь мир заполонен. Это огромная проблема общемировая. Но ладно, это ностальгия. Теперь надо как-то с этим бороться, заниматься. Ну и мы под конец видим, что технологий полно. Вариантов полно. Весь жесткие требования законодательства мы смотрим, как экспертизы проходят. До сих пор, правда, не дали ответ, оказывается, что должен ли этот объект вообще проводить полный пакет по экологической экспертизе, который требуется. Да, например, так же, как алмазники, золотари и так далее, они проходят все ОВОСы, требования, общественные слушания. Здесь объект тоже на самом деле очень правильно, что, может, переработали, перестраховались, и по полному комплекту они осуществили работы. Я просто знаю, что концессия появилась вроде недавно, а работа велась давно. То есть уже, соответственно, эти участки, выборы, те старые материалы, которые подавались, и, наверное,
И вот я, конечно, не буду утверждать, но, наверное, вот на такие изыскательские работы республика и город, наверное, в эти места, там 26-й километр, 9-й, 27-й, и вот базовый, столько денег вбухало, наверное. Ну, просто Изыскание. люди работают, ну, деньги получают, работают. Ну, не получилось, ну, не смогли мы там что-то сделать. И, ну, вот это все шло, и сейчас, ну, в реальности, я вот, как один из нас, могу сказать, что что-то движется, и очень хорошо. У нас сейчас уже какая-то стройная система. Есть 9-й километр, который должен завершить скорую работу, и там рекультивационный проект уже прошел, поддержку. То есть вот ждут, и его начинают рекультивировать. Уже одно пятно будут лечить. 27-й километр, после 26-го, 27-го, что-то появилось, и там уже тоже пройдено, конкурс объявлен. Не знаю, насколько там появятся желающие. И вот к элементам этому появилась вот эта мусороперегрузочная. Ну, как бы история идет к завершению. И еще мы же понимаем, что Якутск, конечно, объем большой. Но у нас еще рядом есть Горный, Хангаланский, Нанский. Им тоже куда-то надо это все делать. Но они, я думаю, тоже транспортное плечо дольше, конечно, но объем у них меньше. Поэтому, я думаю, они тоже будут пользоваться этими вещами. Потому что там строить нечто похожее, но это нереально. По крайней мере, наша природа очищаться будет. У нас сейчас, на самом деле, вот не обсуждая, но леса наши там завалены мусором, потому что ушлые товарищи ну, просто не довозят. Это же деньги, экономика, рынок у нас дикий порой местами. Когда это все будет нормально сделано, и элемент сортировки, когда ребята называли цифры до этого, 36%, я просто чуть ли не прослезился. Потому что сейчас у нас вот, общественники, энтузиасты, раздельный сбор, Иры, Матвеева и Бугаева и другие ребята, там Дима, они проводят акции, там пандемия мешала. Но это же маленькая доля процента. Это вообще никакой вклада почти не носит. И бизнес по переработке еще долго будет долго. А тут 36%. Тут 36%. Это вообще это шикарно. И еще надо сказать, что в основе 36% сидит один человек. Якутцемент. Наш любимый Мамедов. Который, как патриот республики, азербайджанин по национальности, он сказал: ребята, мне это надо, везите, я все это утилизирую, использую. Это же шикарный подарок на самом деле. И это все, до этого мысли такой не было же. Значит, продумали ребята, осуществили. Ну, я сейчас уже воспринимаюсь как, наверное, энтузиаст этого проекта. Вот на общественных слушаниях, может, там воспринялось, как будто я что-то там имею претензии. Все претензии мы уже им высказывали, говорили. Птицы надо посмотреть, растения надо сделать. Они послушали. Сделать, мерзлоту надо сделать. Ну, еще знаете, что хорошо? Раньше, когда все приходили, какие-то все вот столичные ребята, но до них не дотронешься. Они тут поработали и исчезли. А Володя Современников и вот эта команда, они тут рядом. Улица Дежнева. Можно прийти, ну и мягко выражаясь, сказать: ребята, ну... Не то делаете, да? Не то делаете. Это И вот спрос. так, на уровне протянутой руки. Я считаю, что вот то, что АЛГ с регистрацией в Якутске и с осязаемым человеком, который здесь работает и имеет бизнес, ему есть что терять. Поэтому, соответственно, он рискует. Концессия, это же проценты в банках и так далее. И у него есть бизнес и в этой сфере, и в другой. Если что, то он прогорит. А какой человек хочет прогорать? Никто не хочет. Поэтому, ну, я считаю, что вот один из нас, и каждый горожанин должен сказать: ребята, надо делать. И причем еще было сказано по желанию контроль общественности. И главное, что они сказали: пожалуйста. То есть на сайте вот эти все авосы, эти тома висят. Специалисты смотрели, замечания делали. Михаил Михайлович, ну, давайте мы сравним общественное обсуждение, скажем так, вопроса лесозаготовки, да, на Верхней Амге. Вроде бы одной темы касается – экологии, да? Масса народу, бурление масс, там, скажем так, и так далее. А тут вроде бы очень пахнущий вопрос. Извиняюсь, у нас имидж вообще всего, чего связано с мусоропереработкой, с мусоросортировкой и так далее, он очень дурно пахнет. Люди просто привыкли, что свалка, она горит, она пахнет и так далее.
Здесь поэтому тоже я, в принципе, ожидал, что люди придут и будут говорить: о, а почему тут рядышком с излюбленным местом отдыха горожан, на святом, скажем, практически месте, где это Хая, да, строится, извиняюсь, сортировочный завод. Это же мусор, это воняет. Ну, могу сказать следующее. Надо сказать. Да, хорошо. Если рассуждать с точки зрения обывателя, то обыватель может сказать абсолютно все, да? Но вот те параметры, которые заложены в функциональную деятельность станции, они следующие. Региональный оператор утром привозит отходы, которые он собрал по городу. Отходы разгружаются на станции и тут же идут в переработку. Это сортировка. Ну, по новому закону это обработка. Сортировка – это обработка. Они обрабатываются, мы производим... Разгружаются под крышей, да? Да, абсолютно. В закрытом верно. помещении. Очень важное замечание. Спасибо, Дмитрий. Да, это будет закрытое помещение, где они будут, площадка для разгрузки ТКО, они будут разгружаться, тут же они будут поступать в обработку, тут же будет производиться вторичное сырье. Сырье остается на станции, на складе временного хранения, а хвосты, так называемые, это те отходы, которые не представляют по тем или иным причинам коммерческой ценности, они будут вывозиться на полигон. Хочу заметить, что это новый полигон на 27-м километре, который прошел государственную экспертизу в этом году и который будет соответствовать всем тем критериям, которые предъявляет таким объектам российское законодательство. То есть вот такой будет цикл. Хочу также заметить, что никакие отходы на ночь оставляться на станции не будут, потому что это технологией и производственным циклом не предусмотрено. То есть осталось только вторичное сырье, на утро процесс повторяется и так каждый день. То есть мы работаем над тем, чтобы производить вторичное сырье и, как Михаил Михайлович сказал, также альтернативное топливо. Угу. Игорь Дмитриевич, смотрите, у нас город Якутск очень страдает от каких-то техногенных моментов, да? Хотя там рядом ГРЭС-2, но мы все помним события 2002 же года, которые были описаны в романе нашего земляка Андрея Геласимова «Холод». Да? Это когда ГРЭС останавливается, у нас не только Якутск, у нас еще и вся центральная Якутия, она под угрозой вымерзания, скажем так. В течение 4 часов, вы же ощутили, что такое холод в Якутске. Конечно. В течение 4 часов рискует все превратиться в ледышку. Да? Вот если случись что, запчасть какая-то вылетела и так далее, да? У нас не окажется такое, что рядом с мусороперегрузочной станцией не окажется вот такой вот второй мини-копии Вилюйской свалки. Мини-копии нет, не окажется. Значит, мы предвидели этот момент и по сути дела, входящих линий, перерабатывающих, да, на станции будет 2. То есть мы застрахованы, если вдруг что-то случится, вот как в романе вы говорите, да, какие-то катаклизмы, линии 2. То есть мы работаем, если вдруг одна линия по каким-то причинам останавливается, в работе находится вторая линия. Вот. А что касается тепла, если вот тоже вспомнить, да, роман, о котором вы говорите, то у нас будет 2 котельных. Одна котельная – это газовая, то, что как бы принято, а вторая на щепе, которую мы будем производить из состава отходов, крупногабаритных отходов, то есть древесина будет изыматься, у нас будет там запас топлива, и она будет резервная для всяких непредвиденных ситуаций. Угу. Очень интересный момент был касаемо промышленного туризма, который планируется на объекте. Да? Михаил Михайлович, вы как просветитель-эколог, да, вообще в этом видите потенциал? Ну, вообще, конечно, вот те экскурсии, которые запланированы, они нужны для просвещения, потому что, по сути, нужно воспитывать новое поколение, оно на самом деле сейчас другое. И если мы воспитаем поколение и будет больше понятия раздельный, и вот этот раздельный сбор будет развиваться, и тут я уже на слушаниях сказал мере, и что необходимо создать особые условия, но это республика тоже нужна, поучаствовать для того, чтобы у нас бизнес по переработке пошел. Потому что вот все, что там будет образовываться, это надо использовать. В других городах это используется. Но у них проще, у них плечо транспортное короткое. В Казани собирают давно уже раздельно. Так у них рядом там Самара, Саратов. Они увозят и все, и доход получают. Они же даже доплачивают за то, что люди, управляющие компании, организовывают, им доплачивают денежки. Они потом собираются и говорят, вот к нам поступили денежки, на что потратить? И они понимают интерес свой. У нас пока этого, дай Бог, это еще добиться. Но если это будет, и будет определенная там поддержка, и народ заработает, и ментальность появится, что, кажется, выгодно для нас,
что есть понятие групповое. Там. Если частные дома будут сдавать, и им там чуть-чуть там копеечка упадет, они зашевелятся. Но сейчас пока абсолютно невыгодно. Есть отдельные лидеры, герои переработки. Энтузиаст. Энтузиасты, герои, я их могу назвать, которые держатся, и многие вещи они делают даже себе в убыток. Ну, тот же Сергей Петров. Да, Сергей Петров. Да. Он же себе в убыток, только на имидж работает. Батарейки, которые, честно говоря, вред мощнейший, он собирает и делает. Мы с тобой уже обсуждали этот вопрос. Ну, если таких будет больше, и будет хотя бы дебет с кредитом или маленький плюс, это шикарно было бы. И причем у них объем появится. И у тех объем появится. Те будут разумно передавать, те будут разумно перерабатывать. И я думаю, это было бы очень неплохо. И многие, наверное, из тех отходов, которые уже потом вижу, там, пластиковые, его надо использовать. На самом деле, ну вот ребята из Медно-Канкаладского улуса, Тротуарную плитку, да? плитку они добавляют, ну, нормально же. Просто мы должны понимать, что она будет чуть дороже, чем обычная. Но надо просто понимать, что в конкурсах надо написать требования. Вот с элементами там... Переработки. Да, переработки, социальной поддержки. Тогда он будет и преимущество повышать. Тогда все остальные начнут эту переработку тоже брать. А он будет лидер. А другие будут за ним следом. Пускай будет выбор. И вот будут брать. И будет тоже поддержка. Тогда это все на тарифе скажется. Правильно же? Да. Тариф сильно расти не будет. А это уже проблема каждого из нас. Каждого из нас, Да. каждого горожанина. Вот касаемо тарифов, все-таки очень много копий сломано было за тариф, да, то есть плечо долгое, плечо короткое, бла-бла-бла, все остальное. Да? Как планируется сохранять в разумных пределах плату, вот, коммунальную плату? Ну, я могу сравнить в данной ситуации, значит, с чем? Могу сравнить с вывозом такого на сегодняшний день. И проиллюстрировать это на примере других субъектов, плавно перейти потом на Якутию. Получилось так, что когда в 2015 году закон об отходах производства и потребления получил свое обновление, где было четко задекларирован принцип, что все отходы, которые есть твердые коммунальные, не могут прямо из домов, мусоропроводов попадать на полигон, обязательно должны подвергаться обработке. К сожалению, не все региональные органы восприняли этот факт и работали немножко по старинке. Я объясню, в чем суть. Если мы вот возьмем, сравним опыт Восточной Европы, например, да, которая переходная была, так сказать, да, то там четко прослеживается следующий принцип. Вывоз отходов никогда не дороже по стоимости, чем переработка отходов. Потому что все понимают, что для того, чтобы переработать отходы, надо построить заводы, применить новые технологии, взять кредиты и так дальше, и так дальше. Это капитальные объекты, серьезные объекты, это не автомобиль. Для вывоза отходов, допустим, ну что, можно в аренду взять 10-20 машин, да, выплатил стоимость их, допустим, это не новые машины могут быть и так дальше. Но по требованию, например, концессий российского законодательства, да, 115 федеральный закон о концессиях, все то оборудование, вся та техника, которая присутствует в концессии, она должна быть новой. Она не может быть вторичной, бэушной быть и так дальше. Поэтому мы должны понимать, что если мы выполняем все требования федерального законодательства, то эти объекты капитальные, они требуют серьезных капитальных вложений. Это несравнимо с затратами, которые несет региональный оператор. Это очень важная мысль, и хотелось бы, чтобы мы избавились от принципа, вот о котором говорил Михаил Михайлович. Погрузили отходы и вывезли куда-нибудь, в лес, так сказать, и так далее. Неважно куда, но они уехали, с глаз долой и сердце вон, все, отходов нет. Но на самом деле, если мы их разгрузили, так сказать, человек, который вывозит их в лесу или на каком-то во овраге, да, проблема ведь не решена, она создает дополнительные проблемы. Поэтому базовым принципом отношения к теме переработки должно быть понимание. Стоимость переработки дороже стоимости вывоза. Плавно перейду теперь на вопрос о тарифах. Конечно же, республика, прекрасное руководство понимает, что построить такой объект в такое время, вот мы понимаем экономические сегодня сложности, катаклизмы и так дальше, эмбарго и тому подобное, это стоит немалых затрат. И, естественно, республика
готовится к тому, чтобы принимать активное участие в помощи гражданам, помощи концессионеру, чтобы тариф не вырос. Могу ответить так. На сегодняшний день мы не определили окончательную стоимость по той простой причине, что мы не прошли еще государственную экспертизу. И во всех документах, которые мы подписали с республикой, которые рассматривали Госконцерн республики, Министерство экономики, Министерство финансов и так дальше, определен такой важный принцип. Основанием для того, чтобы говорить о конечной стоимости объекта, будет являться государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий. Тогда мы будем четко понимать, какой будет тариф, и его размер этого тарифа. То есть пока рано говорить о тарифе, пока... Да, абсолютно верно, Дмитрий. Мы находимся по пути к тарификации, условно говоря, и будем ожидать этого результата. Но хочу сказать со своей стороны, что все сотрудники АЛГИ, мы как концессионеры, конечно же, прикладываем максимум усилий к тому, чтобы эти условия, которые сегодня есть, и которые вы затрагивали тему на общественных обсуждениях, они не сказались как фактор роста при определении конечного тарифа. Да. Игорь Дмитриевич, Михаил Михайлович, есть же другие варианты, скажем так, обращения с отходами. Да? То есть непосредственно в вашем докладе в мэрии я слышал пиролиз. В принципе, почему нет? Апеллируя даже к опыту Японии, где пиролизные станции, они имеют 5 вариантов. Да, мы называли 5 или 7 вариантов. Нулевой это как есть, давайте напомним. Давайте. Вкратце. Нулевой это как есть. Дальше была сортировка. Дальше была биогаз. Дальше был пиролиз. Потом был мусоросжигание. Вот эти все варианты, основные, 5 ключевых, они в мировой практике существуют. И мы говорили о пиролизе, мы говорили о сжигании. И я тогда говорил о том, что в Советском Союзе абсолютно было и действительно построены заводы. И говорил о том, что это были заводы чешского производства, ЧКД Прага, Колосниковой решетки. Но мы должны говорить о том, что эти заводы не соответствовали критериям экологических требований, которые сегодня есть. Эти заводы, которых было, по-моему, 8, они, большая часть закрыта, осталось 2. Мурманск, мы вспомнили, и Владивосток, который уже тоже не работает. Да? И, конечно, попытка реанимировать эти производства, они такие не совсем соответствуют критериям, потому что главные требования, которые на сегодняшний день, это выбросы. Чтобы выбросов этих не было, необходимо достичь температурного барьера в 1050 градусов. Тогда фураны и фуриды будут сгорать. То, что доказано научным методом. К сожалению, эти заводы не могут взять эту планку в 1050. Они работают в сегменте 750, 800, 820 и так дальше. Это устаревшая технология. Да, к сожалению, те заводы устаревшие. Новые заводы, это 3 завода в Москве на Алтуфьевском шоссе, промзоне Руднева и на улице Подольских курсантов 22, эти заводы мусоросжигательные, они уже построены по более современным требованиям, где есть фильтры с электрическими решетками, которые улавливают, где есть технологии, которые препятствуют выбросам другими методами. То есть, условно можно сказать так, мусоросжигательный завод – это 2 сегмента – сжигание, но оно занимает 45-50% по стоимости. И 50% очистка. Это борьба с газами, с выбросами, которые есть. Но тут еще важная деталь, которую следовало бы отметить. Ведь это технологии не наши, это импортные технологии. То есть компания купила, или город купил этот завод, завод работает, но завод надо обслуживать. А все компоненты, фильтра и сегменты, которые присутствуют в системе воздухоочистки, это импортные вещи. Они из недружественных стран, да? Можно так сказать, они не дешевые, и они требуют, чтобы периодически, систематически, как автомобиль, техническое обслуживание проводилось. И, конечно, это инвестиции и немалые. С точки зрения эколога, сжигание, Дима, почему не вариант? Как точно Игорь говорит про московские адреса и конкретные улицы, которые там. Видимо, там достаточно много ходил. Очень правильно, что есть такой сплав опыта и нашей специфики.
Поэтому я, например, вот вижу, что достаточно проработанный, особенно по вариантам. Ну, насчет сжигания, наверное, один из первых на этих слушаниях, когда это было, говорит, что это вообще дурдом, и ничего не надо сжигать, это вот был я. Конечно, на северах есть определенные там разрешенные маленькие штучки, которые, ну, вот чуть-чуть уменьшают, и то, не знаю, как законодательство к ним будет относиться. Вреда от них больше, чем пользы, да? Ну, по крайней мере, зато там не накапливается многих вещей. Но бумагу, например, можно сжигать, и мы всегда сжигали. А вот многие другие, ну, пластики и так далее, это вот та высота по планке тепла, это, конечно, сложно. Ты хотел задать вопрос, я извиняюсь, тебя перебил. Ну, ты уже сказал, я задал вопрос, как ты относишься к сжиганию? Я бы добавил вот, Да. да, к мысли Михаила Михайловича следующее. Знаете, в 2000 году мы столкнулись с предложением в Якутске здесь, когда нам предложили, а почему вы рассматриваете, один из предпринимателей, приходил, он представлял компанию, почему вы не рассматриваете сжигание? Он принес нам, вернее не принес, он сказал о том, что есть такая-то установка, вот она в Жатае была на тот момент установлена и так дальше. Мы попросили разрешительные документы. Это очень важно. Дело в том, что за время работы в этой теме я сталкивался с десятками вариантов, когда кулибины, инженеры, неважно, так сказать, по-разному можно, эти люди достойны уважения, потому что они неравнодушны, они пытаются изобрести нечто, которое бы имело пользу для общества. Но, к сожалению, пока не придумана такая вещь, которая бы была дешевой, малогабаритной и многофункциональной. Вот эти все три понятия, которые, так сказать, бы соответствовали, и было некое чудо. Мы должны понимать, что когда происходит вот этот процесс сжигания, вот в такой установке, назовем так, да, однозначно выбросы идут. И остановить этот процесс, потому что она температуру не может возогнать, температурный барьер, ну, к таким пределам, о котором я говорил. И второе, что есть еще такой элемент, мы говорим о промышленной переработке. То есть, условно говоря, на мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в нашем проекте мы должны по проекту в сутки переработать порядка 480 тонн. А эта установка перерабатывает 5 или 3 тонны за час. Это очень высокий даже показатель. Представляете, сколько нужно таких установок поставить, которые будут делать выброс и которые будут перерабатывать отходы. Это неадаптированный процесс. Я еще раз хочу сказать, люди эти достойны уважения, но над этим необходимо работать и работать. Но когда они приходят, начинают, так сказать, любыми путями пытаются эту установку, протащить в проект, но мы понимаем, что это невозможно. При этом хочу заметить, что такие установки имеют свою полезность при следующих вариантах. Мы сегодня имеем в городе аптеки, аптеки ветеринарные, косметические салоны, Медотходы. да, Медицинские. абсолютно верно, парикмахерские и так дальше. По закону эти все отходы должны собираться и как раз термическим путем сжигаться. Другого метода не существует. И вот мы все пережили ковид, да? Город был усеян масками. Я помню этот период, мы ходили везде, эти маски валялись. Хотя они должны были собираться и уничтожаться именно термическим путем, а не просто вывозиться на свалку. То есть вот эти изобретения, которые есть, установки, они применимы для работы с медицинскими отходами. И это важно. Во всем мире также это делается. В центральных областях России есть установки, которые работают. Вот, сложилась адаптированная схема какая-то транспортная. Я думаю, что здесь, у нас в Якутске, надо также это сделать. То есть у нас есть территория, допустим, рядом на станции, да, или другой участок какой-то. Тогда надо организовать цепочку транспортную, чтобы это больницы, это поликлиники, да, где есть перевязочные элементы и так дальше. Вот это должно поступать туда. Оно ни в коем случае не должно поступать на полигон ТКО. На самом деле медотходы – это отдельная тема. Это отдельная тема. Дело в том, что на меня выходили и, скажем так, производители вот этих отходов, то есть медицинские учреждения и так далее. Но приобреталась же установка термическая, японская, для сжигания медотходов и так далее. Ну, ладно, еще раз скажу, это тема отдельная. Отдельно, да. У нас остается достаточно мало времени, и я бы хотел все-таки вернуться к конкретике. Прежде всего, я хочу еще раз, как свидетель, как тот человек, который непосредственно присутствовал на слушаниях и так далее, я бы хотел поблагодарить за проявленный пример очень скрупулезного подхода
оценки своей возможной деятельности с точки зрения и общественной значимости, с точки зрения и экологической значимости, да? Потому что, ну, вот эти тома, как говорится, АВОЗ, ну, это как пример другим предприятиям, другим недропользователям, кому угодно, да, чтобы они также подходили для того, чтобы у таких зубров, скажем так, общественников-экологов не возникало никаких вопросов. Там единственный вопрос со стороны экологов возник, ну, пожелание даже, пожелание пройти общественную экологическую экспертизу. Это Киприянова же предложила, да? Да. И она же просто задала один вопрос. Слушайте, а чья земля-то вообще? Ну, ответили, все нормально, кадастровый номер такой-то, назначение такое. Да, ну по вопросу земли, да, поскольку он был задан, земля это принадлежит республике, я хочу сделать акцент. Концессия, вот все те объекты, которые будут построены нами, они будут принадлежать республике. Мы только операторам. То есть, чтобы было понятно, мы привлекаем средства, мы строим этот объект и, имея опыт оперирования, управляем этим объектом. То есть, обеспечим его функционирование. Вот главная задача концессии. И после завершения концессионного периода Срок концессии 25 лет. Но в ходе эксплуатации мы должны сделать 2 модернизации. Мы это подписали. То есть мы меняем оборудование. Мы понимаем, что ничто не вечно под луной. Оборудование при таких нагрузках, при таких условиях эксплуатации, естественно, будет устаревать, будет изнашиваться. Мы должны его обслуживать, заменять и обеспечивать цикл полностью, чтобы он безостановочный. Работал так, как положено. Угу. Срок реализации. Срок реализации проекта мы в конце следующего года должны объект ввести в эксплуатацию. 23-го года. Да. То есть работа по строительству уже начнется уже скоро? Да? Работа начнется по строительству. Мы сейчас активно находимся в стадии проектирования. Да? И вы правильно сказали во время обсуждений, есть такие сложности, климатического характера, да, климатологического характера, которые нам приходится учитывать как-то. Я хочу заметить, что завод на вечной мерзлоте, такого практики в Российской Федерации, к сожалению, в мире нет. Мы проанализировали опыт Аляски, Анкориджа. В Анкоридже завод вот с такими показателями, с такими требованиями, которые к нам предъявляет законодательство, его нет. К сожалению, нет. Поэтому нам приходится быть, как, извините, пафос первопроходцами и, конечно, учитывать те все факторы, которые являются естественными. Да? По-другому мы поступить не можем, но нам надо предусмотреть вещи, которые могут нам оказывать влияние на производственный процесс. Ну, Анкоридж – это небольшой город. Якутск самый крупный город. Крупная агломерация на вечной мерзлоте. Ну, на самом деле, да, Якутск уникален в том плане, что здесь и технологии такие, которые не встретишь нигде, кроме как в Якутске. Да? То есть технологии строительства, технологии хранения, технологии элементарного выживания даже. Знаете, вчера показательный пример. Мы вечером проводили вчера ВКС с нашими проектировщиками. И вопрос касался вот такой детали, когда проектировщик, который инженер, ответственный за систему воздухоочистки, сказал: вы знаете, мы проанализировали, но подшипники в одном из механизмов не могут выдержать температуру. Надо обеспечить хотя бы +5. Давайте будем думать, как это сделать. Сама система воздухоочистки будет работать. Но вот детали, которые некоторые небольшие, да, они не выдержат этого. Давайте решим этот вопрос. И мы ушли, так сказать, с совещания, и подрядчик наш, и мы, как заказчик, разгадывать головоломку, как это сделать. Но мы сделаем это, да, потому что, иначе цикла производства не будет нормального. Поэтому вот по таким вот буквально эпизодам приходится складывать лего, это собирать, для того, чтобы это была цельная картина, была работоспособная, функциональная, современная станция. Спасибо, коллеги. Я коллеги называю в том плане, что каждый из нас вносит свою лепту в то, чтобы жизнь каждого из нас немножко стала лучше. На самом деле, я как горожанин, как во многом, может, неравнодушный, хотя, наверное, пусть другие называют меня неравнодушным, да, так жить больше нельзя. Нельзя, чтобы вот эта свалка на Вилюйском тракте, она каждый год испускала вот те миазмы, те выбросы, состав которых практически, кроме Роспотребнадзора, никакие специалисты не оценивают. Да? Нельзя, чтобы у нас обращение шло вот так вот, все в пакеты, все в кучу и так далее. У нас же в Японии по отдельным дням принимают, извиняюсь, отдельную продукцию. Бумажные стаканчики в понедельник,
железные баночки во вторник, пластик в среду, ногти и прочее в четверг. Ребята, так живут в нормальных странах, где нормально люди к себе относятся. Когда у нас будет нормальное к себе отношение, чтобы мы не сваливали вот все в одно мусорное ведро, потом на сборный, или как он называется, накопитель, да, во дворе. И все, с глаз долой, как говорит Игорь. Да, вы знаете, в 19 веке немецкий ученый был такой Геккель. Впервые у него есть понятие экология. И вот начиная с вот этого момента, вот экология, да, как наука начала оформляться, и с той поры человечество ломает голову, как обустроить жизнь на планете, чтобы можно было бы жить. Но с продолжением, так сказать, человеческого рода, да, проблем этих больше и больше. И, естественно, нам надо своевременно на это реагировать и находить методы, которые обеспечивали достойную жизнь, а не прозябание, извините. 22-й год, год столетия автономии, да? Компания АЛХ начинает работы по строительству мусороперегрузочной станции с элементами сортировки, с возможностью производства альтернативного топлива для одного из крупнейших объектов строительной отрасли республики, для Якутцемент. Согласны? 23-й год. Объект должен быть введен в эксплуатацию. Мы ждем просто вводу в эксплуатацию и разбить бутылку шампанского не то что об первую сваю, а об корпус действующий. Я предлагаю не ждать, а вот как они сказали, общественно контролировать и помогать и развивать движение раздельного сбора. Это тоже поможет уменьшить объем поступлений и продумать, чтобы муниципалитеты создали индустрию тех переработчиков, которые брали эту продукцию. Тогда у нас будет больше. Как раз вот появятся вот те предложения, там, понедельник кто-то, во вторник кто-то. Пока, дай бог, нам достичь уровня Казани. Казань в этом плане тоже тюрки показывает нам пример. Ребята, вы бы с муниципалитета, вы были в Казани, вы видели, как живет Казань и так далее. А давайте демонстрировать подход, который показывает муниципалитет Казани, а не тот подход, когда вот председатель собрания практически распускает общественное слушание на том основании, чтобы просто все в шоке от услышанного, от скрупулезности и так далее, просто сидели, а чтобы задать-то вопрос какой-нибудь. Да? И на этом основании, я понимаю, что председатель молодой, он недостаточно, возможно, в опыте, да, но якутский менталитет, дайте подумать, дайте сказать, дайте высказаться, всегда надо к этому слушаться. Мы живем в Якутске, мы живем на крайнем севере, мы живем на вечной мерзлоте. И все вот эти моменты должны всегда быть... Спасибо, дорогие коллеги. Игорь Дмитриевич, Дмитрий. Михаил Михайлович, за... А Игорь стал один из нас. Он понимает, что это надо и как надо. Это меня тоже радует. Еще годик, скажем так, и можно будет... Стаж оседлости вы пройдете и будете абсолютно на законных Да, основаниях. я бы хотел сказать, что мы, это не я один, у нас компания, есть партнеры, есть коллеги, которые работают, есть люди, которых не видят, да, которые нам помогают. Хотел бы поблагодарить всех, кто нам оказал доверие, поддержку ученых, которые нам очень помогли за это время. Да, особенно птицы. И по Особенно птицам, птицы, и по да. птицам в том числе. Это очень важная тема, да, мы обсуждали Женька тему Шемякин. авиации, да. Вот, но нам было оказано внимание, была оказана поддержка. Как только увидели, что мы заинтересованно подходим к этой теме, люди тут же к нам потянулись. Тут же потянулись, и мы им признательны, что они нам доверились и стали помогать. Да и органы госвласти, да, Министерство ЖКХ, тот подход, который очень продуктивный, кстати, я оценю как общественный наблюдатель, да, очень продуктивный подход органов госвласти к решению вот этого вопроса, который, ну, на моей памяти, он был озвучен Павлом Павловичем Бородиным в 1991 году, и сейчас немножко с помощью вот этих товарищей дает ход в сторону того, чтобы более цивилизованно стали обращаться с мусором. Увидимся.